Коми по сравнению с прошлым годом количество отравлений курительными смесями выросло в 2 раза. За 6 месяцев этого года зарегистрирован 531 случай. Это данные Минздрава. Впрочем, точные цифры могут быть выше в разы. Дело в том, что специальной статистики по этому сектору никто в регионе не ведет, поэтому подход к антинаркотической кампании будет кардинально пересмотрен. Татьяна Супряткина продолжит. Спайсы – главный бич нынешней молодежи. Их распространение уж очень сильно напоминает массовую эпидемию. По сравнению с прошлым годом число отравившихся выросло вдвое. Но даже эти данные от Минздрава лишь частичка айсберга, считает общественница Анна Фролова. Погибших от синтетического наркотика намного больше. Просто в графе «Причина смерти» у молодых людей врачи указывают либо инсульт, либо отек мозга, не учитывая, с чем связана столь ранняя летальность. Теперь учитывать будут. Скорректировать статистический учет таким образом, чтобы учесть вот эту косвенную причину употребления спайсов. Давайте подумаем, можем мы это сделать или нет. Новые данные позволят взглянуть на спайсовую атаку по-новому. Поручение разработать методические указания муниципальным главам и руководству Министерства образования уже отданы. Но, похоже, одним только административным ресурсом здесь не обойтись. Я ставил задачу выработать наиболее эффективные меры межведомственного взаимодействия с общественностью, то есть те меры, которые реально привели бы к нивелированию ситуации, к улучшению этой обстановки. Что это будут за меры, мы обсудим, но сегодня как раз об этом и шла речь на нашем совместном совещании рабочем. То есть какого-то идеального инструмента борьбы с этим злом сегодня, к сожалению, нет. И наша задача как можно скорее этот инструмент разработать. Свои инструменты общественники уже разработали. Социальные спецопросы, в том числе и тех, чьи дети уже пострадали от спайсов, активистов палаты уверили в правоте своих идей. В народе они собрали около 200 предложений и, похоже, вплотную приблизились к созданию универсального рецепта. Начинать первичную профилактику нужно более с раннего возраста. Все объяснять, не бояться показывать жесткие вот эти вот примеры, которые зачастую боимся показывать, потому что у нас возрастной ценз. То есть показывать все те реальные вещи, которые ждут, чтобы родителям объяснять все от А до Я. Вот все, как вообще понять, что ребенок употребляет наркотики, что делать, куда бежать, чтобы родители ни в коем случае не боялись идти в наркологические службы, потому что родители боятся идти, думая, что они пойдут, и это клеймо у ребенка на всю оставшуюся жизнь. Социальные сети – главная территория распространения наркотиков. Именно здесь намерены нанести свой удар представители регионального Минобраза. Регистрацию в Одноклассниках или ВКонтакте и последующую антиспайсовую пропаганду для классных учителей будут даже поощрять. Татьяна Супряткина, Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.